Неверагоднае. Праграма пра шчырых і адметных беларусаў, якія адкрыта заяўляюць пра сваю грамадзянскую пазіцыю, робяць крокі ў бок пераменаў і натхняюць на іх усіх нас. Вітаю вас, неверагодныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне працуе Марыя Вайтовіч, і гэта праграма «Неверагодныя». Праграма пра шчырых, сумленных, адкрытых людзей, якія не баяцца рабіць крокі ў бок пераменаў і натхняюць на гэта ўсіх нас. Сённяшняя наша госця – гэта дзіцячая пісьменніца, сцэнарыст і выкладчыца літаратуры Марыя Бершацкая. Прывітанне, Марыя. Прывітанне. Я вельмі рада быць тут, і я прашу прабачэння, я далей буду размаўляць по-руску, тому что на працы я стараюсь размаўляць по-беларуску с коллегами, але гэта такі small talk, і я разумею, что зараз у мяне не хопіць, на жаль, слоўнікавага запаса. У мяне моя беларуская мова, яна такая падобна на слімака, яна такая задуменная, таму я зараз на рускі перайду, а потым я спадзяюся, что калі мы яшчэ раз сустрэнемся, я ўжо смогу размаўляць по-беларуску лепей. Ну, гэта ўсё супер і няблага, таму што у нас у краіне две мовы, і усе мы размаўляем і па-руску, і па-беларуску, вучым адзін аднаго, натхняем на вывучэнне роднай мовы. Я думаю, што гэта не праблема. Марыя скончыла сцэнарны факультэт в ГІКа, працавала сцэнарыстам на дзіцячай праграме «Вуліца Сезам», «Вуліца Сезам». Пісала сцэнары для мультфільмаў і дакументальных тэлепраграм. Аўтар серыі кніг «Вялікая маленькая дзяўчынка» і зборнікаў дзіцячых вершаў. Кнігі перакладзены на кітайскі, в'етнамскія і чэшскія мовы. І сёння разам з Марыяй мы абмяркуем даволі складаную цікавую тэму, як размаўляць з дзецьмі пра пратэсты з дапамогай кніг і кіно. І проста як размаўляць з дзецьмі пра пратэсты. Адразу нагадваю, што наш жывы стрым можна глядзець ва ўсіх сацыяльных сетках Еўрарадыё, гэта ў Фейсбуку, Аднакласніках, Кантакце, на Ютубу і таксама галоўнае на нашым афіцыйным сайце euraradыё.pl. Калі ласка, пакідайце свае пытанні. Мы ж пачынаем, і адразу думаю, што галоўнае пытанне зараз гэта, Марыя, як твае справы? Смотря какие. Ну, вот, давай по праце одразу. Да, так? Тут мне, наверное, хотелось бы сказать, что вот у меня целая стопка уже готовых книг, но вот этот год, он, наверное, как у всех, он настолько важный для проживания, что ничего не пишется нового, ты как-то находишься внутри него, даже стишки детские, надо сказать, как-то пока не приходят. Но единственное, чем могу похвастаться, хотя это такая чуть-чуть давняя новость, но тем не менее, вот да, у меня вышли книги из моей серии «Большая маленькая девочка» в переводе на чешский. Все мои друзья очень радовались, говорили: «О, чешские кукловоды, да-да-да». Вот. И сейчас издательство «Компас Гид», это российское издательство, собственно говоря, которое мои книжки издает, оно готовит... Такое помогает чешским кукловодам. Да-да-да, которое помогает чешским кукловодам, конечно же. И оно готовит, так это было 12 отдельных книжек, такой 12-томник, ну, только тоненький 12-томник. А это будет одна книга, вот, потому что как-то так вот я поняла, что ее давно ждали, и это новое издание, скажем так. И я надеюсь, что я этим летом все-таки смогу дописать свою повесть для подростков, и будет что-то новое уже потом. Ну, як вы разумееце, сёння не здарма менавіта Марыя у нас у гасцях. Марыя, а вось для тых, хто ніколі не чытаў, не бачыў твою кнігу, дарэчы, вось асабіста проста вось раю, пазнаёмцеся, таму што гэта неверагодныя просто картинки, иллюстрации, кто, дарэчы, Да-да-да, это художница Саша Ивойлова, замечательная, очень им благодарна за это. И есть спектаклик маленький такой по первой книжке, его делал театр «Картонка» из Света Бень, и это тоже вот какая-то такая большая радость была для меня, что был этот спектакль. Супер. Распавядзі трошки вось пра гераіню тваёй кнігі галоўную. Хто гэта дзяўчынка і пра што твоя книга? Моя книга про девочку, которой 7 лет, но это такая история про девочку-великана. Она
в буквальном смысле этого слова. Больше, кроме этого, это не сказка. Там все абсолютно реалистично. Но есть такая странность, это героиня, которая еще ребенок, но она выросла выше всех. Можно сказать, что это история про человека, который снаружи уже вырос, а теперь растет и меняется внутри. И, опять-таки, это 12 книжек, это такая книжка-календарь. Можно сказать, что такой календарь внутреннего роста. Но, опять-таки, все эти вещи, они спрятаны внутрь, потому что я очень не люблю поучительных книг, когда вот из каждой книжки торчит такой педагогический палец, что вот мы сейчас вас будем учить. Нет, я никого ничему не учу. Это действительно истории про девочку, про ее приключения, про то, как она взрослеет, меняется. И, в общем-то, все, что с ней происходит, наверное, это то, что происходит и с любым взрослым, потому что мне кажется, что вообще детская литература, хорошая детская литература, она говорит о том же, что волнует и взрослого человека. Любовь, смерть, как найти свое место в мире, ревность и так далее, просто немножко другим языком. И это то, что стараюсь делать я, но опять-таки через истории. И это, с одной стороны, это история и про другого человека, да, то есть человек, который не похож на окружающих, и в то же время самый обычный ребенок. И мы все, в общем-то, наверное, немножко великаны, потому что так или иначе мы все равно в окружающий мир как-то не вписываемся, чуть-чуть, с какими-то своими частями. Вот. И я много с этой книгой ездила, выступала и в Беларуси здесь, но и много по России, просто потому что там ее читают, знают, она есть в библиотеках, там много литературных фестивалей. И тоже был такой интересный опыт разговаривать с детьми о том, вот, что они прочитали, как они мне вопросы задавали. Вот такие истории. Цікава, якія пытанні ўвогуле, калі ты сустракаешься з дзецьмі, так задаюць дети? Что ты, твои назирания, что ты отшиваешь? Для меня, наверное, таким самым трогательным было, когда у меня есть в одной истории, вот, наверное, две вещи, даже не одна, две. В одной истории там была книжка про то, как моя героиня пошла первый раз в школу, в первый класс, и школа ей не понравилась, не подошла совсем, она и оказалась мала вообще, все оказалось не так, как она себе представляла. И там есть история про то, как она пошла в туалет, и тоже все было ужасно. И ко мне после встречи подошел мальчик и тихонечко сказал: со мной тоже так было, но я не знал, что про это в книжках можно писать. И для меня это была огромная радость, потому что когда человек понимает, что не то, что с ним что-то не то, что все в порядке, в книжках можно писать про все. И одна из книжек это, опять-таки, это не книжка про смерть, но она, да, про то, как дети встречаются со смертью. И тоже часто дети говорили: да, я тоже об этом думал, да, со мной тоже было так. И это очень здорово, когда я не даю ответы, потому что, как мне кажется, книги вообще не должны давать ответы. Я скорее... Это, знаете, вот как... Я не знаю, играют ли сейчас в эту игру, так как мне достаточно много лет. Мы играли в «Казаки-разбойники». Вот, мы играли в «Казаки-разбойники», и это были такие стрелки на домах. Вот я расставляю стрелки, то есть, мы думаем вот туда. А ответы уже человек ищет сам. И вот я просто такие стрелочки через свою героиню, через сюжет показываю. Просто суперская гульня, і я узгадала ўсё сваё дзяцінства. У нас быў новы раён, і мы бегалі па дварах. Я памятаю, усе раёны былі просто іспісаны гэтымі рысачкамі, там нейкімі накірункамі і так далей. Было вельмі цікава. Я думаю, што зараз, напэўна, бы вельмі здзівіліся нават маладыя сілавікі, калі б пагулялі па таіх раёнах і пачалі бы просто замазваць гэтыя ўсе. Собственно говоря, мы как раз сейчас и играем в эту игру. Так, надо другое название для нее только придумать. Карцінкі, сардэчкі, гэта ўсё зараз, канешне, так неяк падтрымлівае шмат каго. Вось, дарэчы, так, са жніўня, нават з весны па беларускіх вуліцах ездзяць аўтазакі, вадамёты і гэтак далей. І нават у кватэры прыходзяць сілавікі. Дзеці гэта бачаць, дзеці пра гэта
чытаюць інфармацыю ў інтэрнэце, дзеці не сляпыя, так. А ў школах праходзяць інфармацыйныя гадзіны нейкія, прыходзяць міліцыянеры, распавядаюць, што трэба пазбягаць розных там мерапрыемстваў. Бацькі, ну, шмат якія бацькі, думаю, не ведаюць, што рабіць, баяцца нашкодзіць дзецям, таму што дзеці нешта пачуюць, могуць прыйсці ў школу, нешта распавесці і пашло-паехала. З іншага боку, чым цішэй мы гаворым пра гэтую тэму пратэстаў на кухнях, тым, я думаю, што больш цікавейшай яна становіцца для дзяцей. А увогуле, твае ўражанні ад усяго, што адбываецца, ну, апошні год, і як на гэта глядзяць дзеці? То есть вот что делать, да. Ну, собственно говоря, я сама выросла, так как я уже говорила, что мне достаточно много лет, я выросла сама в ситуации вот такой двойственности, когда дома говорят об одном, а вокруг происходит другое. И я помню, рефреном звучала эта фраза, которую мне говорила мама, про то, что вот никогда нельзя говорить о том, о чем говорят дома. У нас был самиздат, мне рассказывали про него. Я помню, как мне мама в 6 классе на летних каникулах рассказывала про Сталина. По-моему, это было в доме отдыха в Чонках, если я не ошибаюсь. Я помню, что мы гуляли по лесу. Вот. И для меня это, конечно, было таким откровением. Я понимаю, что сейчас очень непростая ситуация, она очень болезненная, очень острая. И я сама, наверное, не могу смотреть на нее со стороны, потому что она абсолютно, вот, ну, как любого, наверное, пронзает меня. Я в августе была независимым наблюдателем, потом вот началось все то, что началось. Естественно, у меня дочка-подросток, ей 15 лет, младшая дочка, вот ей будет 16 на следующей неделе. И, конечно, она все это слышит, видит, точно так же, как и все, что было у нас раньше, тоже слышали наши дети от нас. У меня 3 детей, старшие уже достаточно взрослые. Вернее, нет, даже недостаточно, просто взрослые. Вот. И по поводу того, вот говорить, не говорить и как, мне кажется, опять-таки, это не то, что... У меня нет, поймите, у меня нет какого-то универсального рецепта. У меня это скорее какие-то мысли вслух. Ну, мы тут обмярковываем, да, разважаем просто на такую складанную для многих тему. У меня есть ощущение, что не надо врать. Не надо врать и говорить, что... Ну вот вырастешь, узнаешь. Это самое плохое вообще, это самый плохой ответ, который может быть. Потому что узнавать надо сейчас. Конечно, да, по возрасту, по запросу, по конкретному ребенку. Но мне кажется, что говорить об этом важно. Во-первых, потому что если это происходит со мной, то это имеет отношение непосредственно к моему ребенку, потому что, ну, иначе можно потерять контакт навсегда. Вот. И потом есть какие-то, наверное, очень важные вещи, которым, ну, не то чтобы нужно ребенку учить, не учить, но давать возможность, чтобы вот он это понял. То есть внутренняя свобода, понимание того, что мы делаем какой-то очень важный выбор. И каждый из нас, и даже маленький человек его делает. И мне кажется, что об этом очень важно говорить. Вот здесь помогают книги и фильмы. Потому что новости смотреть, ну, невозможно совсем. Это именно потому, что это сегодняшнее и очень больное. А вот некая дистанция, она в этом смысле, мне кажется, как раз хороша, потому что она такой мост от ситуации исторической, которая была когда-то, а, в общем-то, ну, ничего нового не придумали. То есть вот тоталитарное общество, люди, которых пытаются каким-то образом замесить вот в асфальт, ну, ребята, это все уже было. И опять-таки, мне кажется, хорошо говорить с детьми о том, ну, опять-таки, как с маленькими, я не очень знаю, я не про маленьких детей. Я со своими-то не очень умела, как с маленькими, потому что я все равно всегда с ними говорила на вырост. Дарэчы, я сёння так, я читала просто вось артыкул наконт пратэсту, наконт нашай тэмы, якраз ён тычыцца, і што кажа псіхолог
на гэта, так, і там проста ідзе нават такое дзяленне на ўзрост. Кажуць, напрыклад, дашкольнікі 4-7 гадоў, асаблівасць узросту – гэта імкненне да гульні. Таму галоўная задача бацькоў – гэта агароджваць ад негатыву. Напрыклад, у гэтым узросце, так? Малодшыя школьнікі 8-11 гадоў – гэта асаблівасць узросту, моцная матывацыя да вучобы. І галоўная задача бацькоў – гэта задаволіць цікаўнасць, так, але не напалохаць. Таму што, ну так, 8-11 гадоў, я, дарэчы, вельмі добра памятаю, у меня вось на гэтыя два, напэўна, перыяды, так, два ўспаміны. Я памятаю, калі мы глядзелі по тэлевізару сітуацыю, калі там прыйшлі да Белага дому у Маскве, так, і я так глядзела, ну, тым больш такое дзяцінства, у нас ва ўсіх гэта дзень перамогі, ва ўсіх былі там сваякі, якія там ваявалі раней, так, гэтая тэма, асабліва ў нашым дзяцінстве, і раней яна была такая, ну, вельмі моцная, усе бацькі размаўлялі з дзецьмі на тэму вайны. І я памятаю, што я глядзела вось так і кажа: мама, а што вайна пачынаецца? То бок, у мяне быў нейкі бэкграунд таго, што вось ёсць вайна, што паміраюць людзі. Калі я глядзела гэтыя навіны, мне было страшна. І памятаю іншую сітуацыю, калі мне было 10 гадоў, у 96-м годзе майго бацьку затрымалі на вуліцы, калі праходзіў чарнобыльскі шлях. Затрымалі, пасадзілі, і бацькі не было. Я не разумела, чаму бацькі няма, але ж чула там недзе бацька ў турме. Ну, і, ну, размаўлялі, канешне, дома, але ж там падрабязна, ну, ніхто не ведае. Ну, як і зараз проста там хапаюць на вуліцах, так, і дзеці не ведаюць, так, дзе іх бацькі і што здарылася, таму што шмат людзей нават не выходзілі ні на ніякія акцыі, проста шлі па вуліцам, іх, ну, хапалі. Ніхто нічога не разумее, але я памятаю, што вось менавіта тады, калі бацька вярнуўся, і я пабачыла сняг на назе, мне стала цікава, што ж адбывалася. І вось гэтая цікавасць да тэмы, вось, а што такое, а чаму такія сцягі, а што далей, і гэтак далей, яна у мяне прыватна, яна была з дзяцінства, з 10 гадоў. І я разумею, што вось менавіта тое пакаленне, якое расце зараз, і якое бачыць яшчэ больш, чым мы тады, таму што раней не было інтэрнэту, а зараз вельмі лёгка там залезть у інтэрнэт і гэта ўсё пабачыць. Яны ўжо неяк гэтыя падзеі і ўспрыманне гэтых падзей, гэта неяк выхоўвае новыя асобы, вось беларускія, так. І, ну, вось у меня былі такія гісторыі, напрыклад. То бок спачатку быў страх, гэты Белы дом, пасля была цікавасць. Якраз у гэты перыяд 10 гадоў. Як размаўляць, як ты думаеш? Увогуле, з тым пакаленнем, якое ты разумееш, гэта можаш нават абмежаваць нейкія таксама межы. Гэта вось мы пра якіх дзяцей зараз больш кажам? Ну, я работаю, я преподаю литературу, я работаю, ну, понятно, что не в государственной школе, вот. Я работаю в 2 частных школах, и, во-первых, как это неудивительно, классика тоже прекрасно для этого подходит. Опять-таки, я не делаю это специально, ну, то есть, чтобы было понятно, да, то есть, нет, я не провожу урок, когда мы все это сводим именно к этой теме. Но удивительно, что оно выходит на эти темы все равно, и более того, практически в каждом классе у меня есть дети, у которых, если задерживали не родителей, то родственников или друзей семьи, они об этом говорят. Причем иногда удивительным образом, например, когда там мы читали стихотворение «Властителям и судьям», оно такое, ну, достаточно архаичное, такое тяжеловесное, такое тудув, казалось бы, ну, оно достаточно скучное. Удивительно, оно так зацепило детей. И мне в конце урока мальчик, который как раз, ну, такой даже не сильно читающий, мы очень много обсуждали как раз о том, вот, о выборе, об ответственности, о том, как человек вообще решает, быть честным или нечестным. И мне мальчик говорит: надо же, оно написано как будто сегодня.
И это очень здорово на самом деле, потому что разговор о внутренней свободе, о том, что мы можем принимать решения, даже если они, ну, условно говоря, сейчас будут непопулярны, да, в государстве. То есть вот мы читали после бала со старшеклассниками, и это тоже прекрасный вопрос, прекрасный повод поговорить о том, где как бы вот граница послушания, да, типа, а я только делал свою работу. Человек, который как бы там участвует в наказании дезертира. А я только делал свою работу. А может быть, не надо делать такую работу? Есть ли у тебя выбор или нет? И я тогда как раз там говорила о том, что было во время Третьего рейха, и прямо вот какие-то факты, цифры приводила. Очень много существует подростковых и детских книг, но это книги не написанные на нашей территории, что и понятно, потому что у нас еще этот опыт тоталитаризма не осмыслен. Есть европейские книги, есть прекрасная книга «Коричневое утро». Это книга, она такая книга-притча. И очень здорово как раз можно, как мне кажется, на ней говорить, читая ее, потому что, да, вот в одно утро просто запрещают все цвета, кроме коричневого. Вот. Все только такое. Другие цвета, они под запретом. Як у Алісі, пам'ятаєш, коли перафарбовували ружы, так, да. Белы ў чырвоны, там ці наадварот, так, я памятаю, што я думаю, як яшчэ гэта неяк не абгулялі гэтую тэму. Да, вот это для более младших детей. Есть «Маус», книга тоже о фашизме через животных, собственно говоря. И это тоже книга, она рисованная, и там очень интересно можно говорить на этим. Есть «Волна», это и книга, и фильм, вы, наверное, о нем слышали. Вот. Причем эта книга на документальных фактах основана. Это эксперимент в школе, когда старшеклассники сказали, как это может быть тоталитарное общество так быстро создано? Они что, идиоты? И учитель его сделал очень быстро. Просто. Это про то, как легко людьми управлять. И об этом, конечно, очень здорово говорить. У меня был читательский клуб, ну не у меня был, я неправильно сказала, я вела занятия в читательском клубе с подростками 2 года. Вот сейчас у нас как бы такая пауза, надеюсь, мы снова вернемся, и мы эту книгу обсуждали тоже. И это был очень интересный такой опыт. Фильмы — это... Вчера, кстати, я посмотрела кино это, потому что все собиралось, и Женя Пастернак тоже о нем рассказывала, и все никак не могла до него дойти. Это «Клуб уродливых детей». Вот это то, что можно смотреть с 8-летками. Он достаточно простой, и там, ну, может быть, на мой взгляд, даже слишком большая такая степень условности, но для маленьких детей он вот такой, потому что там все очень щадяще, все очень лайтово. Это такая страна, в которой все должно быть чисто, и все должны быть красивыми. А некрасивых уберите. Як знайома, да? Вот, да, уберите. И отлично просто вот сесть, посмотреть всем вместе, а потом уже можно о чем-то говорить. Для более старших это, ну вот «Воровка книг» прекрасная, это тоже экранизация. И это, кстати, мне вот фильм, который я сейчас назову, это моя младшая дочка мне про него сказала, он называется «Академия смерти», и мы смотрели его с ней вместе, она его уже не первый раз смотрела. Это фильм про школу, которая готовила элиту для Третьего рейха. И мальчик, причем он уходит туда вопреки желанию родителей. Но родители не могут сказать, что они не принимают этого, а для мальчика это возможность что-то сделать. И как его эта система начинает переламывать, просто перемалывать. Он тяжелый фильм, я сразу говорю, вот прям реветь в конце. Но, как мне кажется, вот 13-14 лет, и опять-таки это то, после чего можно говорить уже про нас. Наверное, так. Правда, цікавая тэма, і я просто разумею, у нас у сям'і, дарэчы, заўсёды так было. Мы глядзелі ўсе фільмы таксама з бацькамі, і я памятаю, што маці пасля, яна кажа, ну, як уражанне. Да. Я памятаю, што, канешне, ўражанні былі, я пачынала казаць, вось там маці казала, там, ну, акуратненька неяк, так, а што ты думаеш пра гэта, там, пра гэтую гісторыю? І яна слухала, як я разважаю.
І пасля так можна ўжо рабіць нейкія высновы і разумець, што адбываецца ў школах, таму што не ўсе дзеці прыходзяць і кажуць: вось у нас у школах усё абмяркоўваюць там гэтую сітуацыю там, так, усе размаўляюць пра касманаўтаў, якія там па вуліцах бегаюць. І я бачу, як дзеці сапраўды трошкі фантазуюць нават на гэтую тэму. Чула там такія гісторыі, што вось у нас хлопцы ў класе, ён ішоў, ён падышоў да пад'езда, ён хацеў нейкую аб'яву садраць проста, а да яго падышоў касманаўт, і яго проста ўзяў і там пасадзіў у машыну, у белую машыну, і там все. Ну гэта фантазія. Чорная рука ідзе па городу. Ну так, сапраўды я чую вось такія гісторыі, таксама калі там размаўляю з дзецьмі, што пачалася новая нейкая серия, я думаю, что такая будет некий местный страшный фольклор. Но у меня-то старшая дочка, и у них другое. Они говорят, естественно, о том, что происходит. У них, например, в гимназии уволили прекрасного учителя математики в середине учебного года. Он не преподавал у моей дочки, но он преподавал на класс младше и в параллельных, потому что он участвовал вот в маршах честных учителей, которые были летом. Он всегда говорил о своей позиции. И там, боже, там такие фотографии, они доску расписали ему, и там ревел весь класс, старшеклассники, просто вот они его провожали, и, конечно, ну, для детей это очень травматично. Памятаеш, быў такі фільм «Настаўнік музыкі», мне здаецца, называўся, такі замежны фільм, дзе якраз вось настаўнік трапіў у школу са сваёй нейкай сістэмай, а ён спрабаваў зрабіць... Дакладна. Я памятаю, таксама былі вельмі такія моцныя эмоцыі, калі ўпершыню паглядзела. Дарэчы, адзін з такіх фільмаў, напэўна, які можна параіць зараз паглядзець. Ну, во всяком случае, скрывать точно не надо. Я помню, я со своими детьми, я правда, ну вот я говорила с ними обо всем. Там вот я для канала Белсат тоже писала сценарии для документальных фильмов, ну, о людях, которые как-то вот тоже ищут и свой путь, и стараются быть честными. И я всегда рассказывала детям тоже, вот о ком мы снимаем, что происходит. Хотя они тогда были значительно меньше, но это какая-то важная часть нашей жизни, моей, и почему я должна ее прятать? Мне вельмі цікава такі момант. У некаторых сем'ях такое было, але ж усё ж такі сітуацыя менавіта 2020 года яна шмат чаго змяніла ў сем'ях. Спачатку гэта ўсё пачалося сітуацыі з Крымам, захопам Крыма, і сем'і раздзяліліся. Да, это водораздел такой был. Ну, шмат моладзі разумелі вось па-свойму сітуацыю, так, што вось прыйшоў Пуцін, адабраў Крым, а бацькі, якія жылі ў Савецкім Саюзе, яшчэ памятаюць, вось, там, як Крым падарылі, там усё правільна. І я памятаю гэтыя цёркі ўсе і разборкі на кухнях у розных было, і все вельмі пераймаліся. Мае знаёмыя пераймаліся, таму што немагчыма было размаўляць з бацькамі. А зараз сітуацыя, можа быць, я падумала, скласціся па-іншаму. Школы бываюць розныя. І ва многіх школах зараз праводзяцца інфармацыйныя гадзіны. Я ведаю, што некаторыя бацькі спецыяльна прыходзяць да адміністрацыі, просяць там аб тым, каб іх дзеці не хадзілі ні на якія гэтыя гадзіны, ніякіх там асобных там размоў не праводзілі, таму што я памятаю, таксама дзяцей пратэстоўцаў выклікалі, нейкія такія былі. Вось гэта былі прынцыповыя такія моманты. Але ж ёсць і такое, я думаю, што не ўсе дзеці, ну, зразумела, што дзеці яшчэ не саспелі, там і псіхіка, і ўсё, якія прыйдуць, напрыклад, там, на нейкую гадзіну і пачуюць, як ім кажуць, што вось там хуліганы на вуліцах ходзяць. Я поняла, о чём і прыходзяць назад, так, люстэрка такое. Яны прыходзяць дадому і кажуць: блин, там же ўсё, хуліганы, там усё гэта там... И батьки такие глядят. Что робить? Ты знаешь, я в эту ситуацию все-таки, ну, я поняла, о чем ты говоришь. Оно, да, оно как бы так красиво, но не верю. Мой внутренний Станиславский, он говорит: нет, я не верю, скрипучим голосом. Я не верю, потому что ты с этим ребенком жил с рождения. Если ты с ним говорил, если он рядом с тобой рос, никакая тетка из школы, дяденька-милиционер, он не переделает ему так мозг,
Опять-таки, я понимаю, что, да, были... У нас есть примеры, опять-таки, из истории, да, когда дети, ну, там, условно говоря, 30-е какие-то годы, когда дети были там комсомольцами, ярыми пионерами в достаточно антисоветской семье. Но все-таки, вот опять-таки, по рассказам моих знакомых, тогда было опасно говорить, во-первых, не так, как сейчас. И действительно, многие вещи просто не проговаривали, потому что, ну, это могло стоить жизни и семье, и тому же ребенку. Но по каким-то таким тонким вещам постепенно эта работа велась, и дети все равно, вот они уходили от этого. Никто, мне кажется, не заставит ребенка. А сейчас-то тем более, когда информации море, когда мы гораздо более открыты. Вот. Но оно все равно уже не вернется. Вот то, что с нами случилось в августе, это уже, ну, какие-то невозвратимые совершенно вещи. Для меня было удивительно, мы тоже вот с детьми, я говорю, с моими детьми, мой младший ребенок, она всегда ржет, говорит, да-да, у меня много братьев и сестер. Ну, правда, ну, мои же. Вот, с моими детьми мы там о чем-то говорили тоже на уроке, и я говорю, вот, менталитет, слово, знаете, не «а». Ну, и как бы надо объяснить. Еще достаточно мелкие дети, это был 7 класс, да, 7. Вот, начинаем проговаривать, и, естественно, а какой менталитет у белорусов? И вот одна девочка, она сказала удивительную вещь. Она говорит, менталитет изменился сейчас. Я говорю, а как изменился, как тебе кажется? Мы научились давать отпор. И это для меня, то есть на самом деле сейчас растет поколение, правда, с другим менталитетом. И вот то, что я проживаю сейчас, мне кажется, и все проживают. Мы в какое-то удивительное время живем. Страшно, но это невероятно. Неверагодна. Да, правда. Я думаю, што гэта будзе новае цікавае пакаленне. Ну, мы такімі, напэўна, яшчэ не былі. У нас было іншыя нагоды, не ведаю, іншыя сітуацыі. А зараз больш інфармацыйна ўсё, інфармацыйнае такое стагоддзе. Як увогуле, не ведаю, вось мы ж звыклі да таго ўжо, што мы жывем адначасова, як пеў Лявон Артурович Вольскі, у 2 гарадах, падваенне асобы зрывае нам дах. Вось мы да гэтага звыклі. Але ж дзеці, якія яшчэ маленькія, так, яны з гэтым зараз сутыкаюцца. Як ты адчуваеш, як настаўніца, як ім у гэтым жыць? Шмат пытанняў такіх вось, якія задаюць. Я думаю, што хутчэй за ўсё хочется поговорить на это все. Да, действительно хочется, потому что очень часто, когда вообще, я просто чувствую, что я никогда не веду разговоров без запроса, понимая, что, ну, во-первых, ты всегда очень серьезно относишься к тому, что это, ну, это не мой личный ребенок, с которым я могу, это другая степень ответственности и другая степень близости, то есть ты всегда как бы стараешься выдерживать вот, ну, даже не дистанцию, вы понимаете, наверное, да, о чем я, потому что ты не знаешь, как в семье, ты слушаешь его прежде всего, вот хочет он об этом говорить или не хочет, ты достаточно осторожно какие-то вещи говоришь, ну, потому что там я могу сказать, что вот я думаю так, но я понимаю, что там ты можешь думать по-другому. Я вообще, что для меня, наверное, самое главное в моих уроках, я им все время говорю, что литература – это не математика, там нету однозначных ответов. Ну, если это не вопрос там, по тексту, условно говоря, там умер, не умер, поженились или не поженились. А остальное – думай, задавай вопросы, спорь. И это очень важно. Вот вообще научить детей думать, научить детей спорить, научить детей сомневаться и в авторитетах, а в какой-то момент даже и в себе, и искать дальше ответ. Вот мне кажется, это очень важно. И да, конечно, у них очень много вопросов. И как я уже говорила, многие приходят и просто там вот есть дети, у которых там вот папа вернулся после суток, предположим, или еще что-то. Конечно, они об этом говорят, мы начинаем с Некрасова, а в итоге все равно. Но
не уходя далеко от Некрасова, естественно, но оно как-то проскальзывает вот эти вот вопросы, темы. Но для меня важно, опять-таки, говорить не о политике с ними, а говорить о свободе, потому что, и я повторяю это снова, это то, что у тебя никто не отнимет. Можно у человека забрать очень многое. Ну, мы вообще очень хрупкие же, в общем-то, существа. Но твою внутреннюю свободу – это вот то, что надо наращивать в течение жизни. И это то, что останется с тобой. И вот это очень важно. И мне кажется, что об этом надо говорить. И в этом смысле школа, она как раз-таки может помочь. Хорошая школа, хороший учитель, потому что когда человек знает историю, когда человек понимает все, что было, вот весь этот бэкграунд, вот все эти поколения, столетия, то он складывает уже такую сложную картинку объемную из всего, что происходит сегодня. И мне кажется, что он, я надеюсь, что он гораздо меньше подвержен манипуляциям каким-то, например. Марыя, вялікі дзякую за такую шчырую размову. На жаль, наш час ужо скончаны. Я нагадаю, што сёння госцей праграмы неверагодныя была пісьменніца, сцэнарыст, выкладчыца літаратуры Марыя Бершацкая. Калі ласка, размаўляйце са сваімі дзецьмі, вучыцеся размаўляць са сваімі дзецьмі на розныя тэмы, нават на складаныя. Тады я думаю, што ўсё атрымаецца у нас ва ўсіх. Пры мікрафоне працавала Марыя Вайтовіч. Дзякуй. Дзякуй. Неверагодныя. Праграма пра шчырых і адметных беларусаў, якія адкрыта заяўляюць пра сваю грамадзянскую пазіцыю, робяць крокі ў бок пераменаў і натхняюць на іх усіх нас.